Посевные работы на сельскохозяйственных угодьях в районе поселка Туяля стартовали в нынешнем году с двухнедельным опозданием. Весна в Заурале пришла намного позже обычного срока. По этой причине агрофирма «Степная», хозяйствующая на этих полях, была вынуждена закончить посев в самые сжатые сроки. Общая площадь пущенной под сев земли составила 1055 гектаров. 100 гектаров занял овес, 240 ячмень, 150 лен, и самая большая часть полей агрофирмы была отведена под пшеницу. Ею засеяно 465 гектаров. С приходом последнего месяца лета традиционно наступает время пожинать плоды непростого труда. Заехали мы, значит, первый день на уборке урожая, это 7 августа, начали убирать ячмень. На сегодняшний день убрано у нас 114 гектаров ячменя. И в данный момент на сегодня вот убираем овес на 100 гектаров. Еще осталось нам убирать 126 гектаров ячменя, и 465 гектаров пшеницы и 150 гектаров льна. Задачи, которые сегодня стоят перед специалистами агрофирмы «Степная», не менее сложны, чем те, что выпали на начало сезона. Работу в окрестных полях поселка Туяляс необходимо закончить уже к концу этого месяца, после чего техника будет направлена в помощь фермерским хозяйствам Кизильского либо Абзелиловского районов. Работы на данном этапе движутся согласно намеченному графику. Закончить работу в отведенные сроки помогает современный комбайн, всего один на компанию. За день такая машина обрабатывает от 70 до 80 тонн зерна. Планомерному ходу работы на начальном этапе уборочной кампании мешала непогода, вследствие которой технике пришлось простаивать целых 3 дня. Вообще подобные капризы природы не только вносят свои корректировки в работу агропромышленного комплекса, но и напрямую влияют на показатели урожайности. В этом году, так скажем, что урожай более-менее средний, хотя бы у нас в июле месяце в нашей территории поселок Туяляс, на этом границе ни одного капли дождя не было. Мы ожидали, что будет очень плохо урожай, но тем не менее дает ячмень у нас дал 23 центнера с гектара, овес дает 18 центнеров с гектара. Тем не менее, я этому рад. В Кизильских районах, в Баймакских районах, в Абзелиловских районах у них урожай получше. Они ожидают, у них здесь до сих пор еще зеленый, потому что у них дожди были. Мы, так скажем, наверное, в Заурале мы самые первые заехали убирать, потому что у нас уже он пожелтел, влаги не было. Зерно, собранное на полях, переправляют в хранилище Кизильского элеватора, который, так же как и Сибайский, является частью единого холдинга «Ситна». Часть зерна отправляется в складские помещения агрофирмы, где проходит тщательную сортировку для отбора семян к следующему посевному сезону. Отметим, что цены на зерно и его производные сегодня остаются фиксированными по отношению к показателям прошлого года. Между тем, стоимость обслуживания агропромышленного оборудования продолжает расти. Как данное обстоятельство скажется на ценовой политике в следующем году, пока неизвестно. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Гульгинар Аскидина, телекомпания СТВ.